той бітейін деп жатыр Максим. Балаларыма сап жатырмын, балаларыма сарқыт сап жатырмын. История началась с того, что молодая пара, казашка и ее муж, русский, получили приглашение на свадьбу у родственников. Для него это была первая казахская свадьба. Настоящий той с музыкой, песнями, танцами и длинными дастарханом, где угощения сменяют друг друга без конца. Они приехали заранее, чтобы не опоздать, и уже на входе муж был поражен. Столько гостей, красивые национальные костюмы, веселая атмосфера. Музыканты играли кюе, а ведущий Тоя поднимал настроение всем гостям. Молодые сидели за большим столом, вокруг родные и друзья. Мужу все было в диковинку. Он пробовал баурсаки, козы, бешбармак и другие блюда, о которых раньше только слышал от супруги. За столом звучали тосты, шутки, смех. Праздник был в самом разгаре, и он с радостью погружался в эту культуру, чувствовал себя своим среди всех гостей. И вот, когда свадьба подошла к концу, гости стали собираться. Жена поднялась, чтобы попрощаться с родственниками, а обернувшись, увидела удивительную картину. Ее муж аккуратно, со всей серьезностью складывает угощение со стола в пакет. Она смеется. «Ты что делаешь?» А он с гордостью отвечает: «Я беру сарқат. У нас 4 детей дома. Пусть тоже попробуют». Жена удивленно качает головой. «Да какой сарқат? Никто из казахов на тоях так не делает». Но муж не сдается. «Ну и что? А я буду. Ведь я уже стал казахом, я не русский. Если есть какая-то традиция, значит и я ее уважаю». Гости вокруг рассмеялись от души. Никто не осудил, наоборот, все порадовались, что человек с таким уважением отнесся к казахским обычаям. Это было не про еду, а про желание быть частью семьи, частью народа и разделить радость праздника с детьми. И вот так, в веселой, доброй и немного смешной ситуации, сарқат превратился в символ того, как традиции могут объединять разные культуры и создавать общую историю семьи. В этом и есть сила казахских обычаев. Они не разделяют, а объединяют.